Православие в Башкортостане появилось с русскими поселениями во второй половине XVI века. Первая церковь в честь Казанской иконы Божией Матери была построена в Уфимском Остроге, основанном в 1574 году. К концу XVI века в Уфе были два мужских монастыря. Еще один мужской монастырь на реке Усолки в Гафурийском районе. Женский монастырь в Уфе начал работать в XVII веке. С тех пор религия все больше распространялась на территории Башкортостана. Святыней православных верующих республики является Табынская икона Божией Матери. Крестный ход с этой иконой по времени и по расстоянию является самым продолжительным в России, длится практически весь год. Кроме того, на территории Башкортостана действует большое количество православных храмов и церквей. Познакомим вас с наиболее известными из них. Богородско-Уфимский храм занимает второе место в республике по своим размерам. Он знаменит одноименной иконой, копией чудотворной казанской иконы Божией Матери. Согласно преданию, икона явилась в 1621 году близ села Богородского. На месте ее явления забил целебный источник. Богородско-Уфимская икона включена в список чудотворных святынь Русской Православной Церкви. Храм, несмотря на отдаленное расположение от центра города, притягивает к себе большое количество верующих. По словам посетителей, он обладает мощной силой и благотворно влияет на разум человека. Один из самых красивых соборов Уфы, небесно-голубого цвета, с золотыми куполами, расположен в историческом центре города. Это кафедральный соборный храм Рождества Богородицы. Архитектура собора действительно заслуживает особого внимания. Высота собора 21 метр. Если считать вместе с колокольней, 47 метров. Стены и пол отделаны итальянским розовым камнем, а также белым и желтым мрамором из Греции и Пакистана. Мозаика состоит из изумрудных итальянских минералов и серо-голубого южноафриканского гранита. Стены и потолки покрыты затейливой росписью. Старшие поколения помнят храм как советский кинотеатр «Йондоз». Никольская церковь в Краснокамском районе ничуть не уступает столичным соборам по своим архитектурным достоинствам. Она находится на крутом берегу Камы, в старом купеческом селе Никола-Березовка. Как и многие другие подобные сооружения, она возникла на месте явления чудотворной иконы святителя Николая Чудотворца. Уникальность этой церкви – четырехъярусная колокольня, которую возвели в 1904 году. Такой колокольни в Уфимской губернии больше нигде не было. Купцы, плывущие по необъятным просторам Камы, ориентировались на ее 60-метровый силуэт, как на маяк. Интересный факт – церковь дважды в 1910 и 1914 годах посещала великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Свято-Вознесенский храм находится на берегу живописного Зауральского озера Ворожеич, Карагайкуль. Его построили на средства золотопромышленников, добывавших в этих краях драгоценный металл. Храм построен в русско-византийском стиле с 3 престолами. При строительстве использовали куриные яйца и известь 4-вековой давности. Выдающийся памятник архитектуры Башкирского Зауралья является объектом культурного и архитектурного наследия народов Республики Башкортостан. В Благовещенском районе находится почитаемый многими Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь. В народе его называют «Святые Кустики». Это название связано с группой деревьев, стоящих на некотором возвышении, 3 берез и 2 ив, которые переплелись между собой.
Согласно поверьям местных жителей, с середины XIX века здесь наблюдаются чудесные явления. Когда-то местный крестьянин увидел в этих кустиках старца, в блестящих ризах и с крестом в руках. Он поведал об этом людям. Весть о чудесном месте быстро распространилась. И сюда потянулись богомольцы. Согласно легенде, многие исцелились от болезней. Архитектура монастыря, как и окружающей ее природы, завораживают. Территория, где расположены святые кустики, очень просторная. Огорожена забором, напоминающим крепость. Красивая архитектура наводит на ощущение, будто гуляешь по площади старого европейского городка.